Маш Сахам Сарнохаси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лела, и вы на канале «Как-то так» у Лелы. Так, снова уже перерыв небольшой, но все-таки небольшой. Я обещала и буду снимать. Но я должна извиниться, сказать, что, конечно, каждый день у меня не получается снимать, во-первых. Во-вторых, как-то что-то интересное тоже снять не получается из-за того, что месяц Рамадан немножко бывает для меня сложноватый в плане того, что и готовить на продажу, и готовить для себя, и пост держать все-таки немножко с каждым годом даже и тяжеловато. Поэтому не успеваю. У меня есть кое-какие снятые моменты. Вчера попросила Ибрагима, чтобы он смонтировал это все. Ну, разные дни понемножку снимала, когда успевала. Он смонтировал, сел, говорит, 5 минут, во-первых. Во-вторых, говорит, тут уже неизвестно, что и о чем, потому что ты снимаешь, то там кусочек сняла, то там кусочек сняла. Люди не поймут. И не разрешил мне его выпускать, короче говоря. Сегодня он на работе, вчера тоже был на работе, завтра он дома, и он мне сразу говорит, сегодня утром идет, мама говорит, завтра надо ролик снять. Я говорю, ну надо. А я решила сегодня снять. Все-таки пусть будет пока разговорный, друзья. Вы меня, конечно, извините. Вот так понемножечку я буду пока снимать, если этот месяц, я надеюсь. А потом уже, может быть, что-то другое будет, не знаю. Но как смогу, так и буду к вам выходить, потому что все-таки даже сегодня в Инстаграме несколько человек написали, ждем в Ютубе. Спасибо вам огромное. И да, девочки, если вам не сложно, кто умеет пользоваться Инстаграмом, зайдите, пожалуйста, и подпишитесь на мою страничку. В описании есть куда заходить. Большая просьба. Я все-таки хочу развить Инстаграм. Если у меня получится, что у меня получится, потом вы узнаете, для чего это было нужно, что это нужно было, зачем это было нужно. Ну, надеюсь, пока не хочу об этом ничего говорить. Вот так вот. Ну что, распаковка. Вчера у меня тоже снята распаковка небольшая. Аишка положила, все сделала. Снята именно для YouTube, на Instagram не снимала. Может быть, после этого я все-таки покажу, что вчера купила. Сегодня я не помню, сколько я потратила. Но практически все тут, наверное, ну нет, есть что-то для дома, что-то для продажу, ну, для работы своей. Сейчас я опущу камеру, потому что так не видно, что я снимаю. Ну, вернее, что тут я буду показывать. Так, ну вот, по-моему, видно. Ибрагим не любит, когда я снимаю на фронтальную камеру. Потом перевернула камеру. У меня еще и заказ сегодня, девочки, немножко, можно сказать, даже опаздываю. И заказ, и не поставила на ифтар сегодня у нас. Сейчас вот так вот начну отсюда. Буду шуршать, наверное. Короче, мне нужна была баранина. Так, как я сказала, или не сказала, я не знаю, уже второй дубль у меня. Я это все показывала на Инстаграм, поэтому разложено так, вот уже вынуто. Короче, у меня на завтра заказ. Такое блюдо, чинар. В этом чинаре у меня должна быть баранина, вот такие вот, ну, корейка называется, да, или пистолетики, корейка вот такая вот. И ребрышки бараньи. Это на заказ. Ну, не все на заказ. Вот этот кусок я купила для себя дома. Немножко грудинка с ребрышками. Это для нас. Короче, и для нас, и на заказ. А сегодня у нас будет баранья голова. Сейчас ее надо быстро помыть. Так, у нас дагестанцы тут рядом недалеко продают баранину и все это. Они мне ее разрезали, как вы видите. Все быстренько, хорошенечко нужно промыть щеточкой, тщательно посмотреть везде. Ну, они очень чистые, я вот вижу, ни одного волосочка нет. Ну, еще пройдусь, опалю. Так, что дальше? Сейчас руки вытру. Дальше у меня, значит, купила болгарский перец. И, девочки, это что-то. Буквально через каждые 2-3 дня растет цена. Позавчера я покупала этот перец, ну, 4 дня тому назад, может быть, по 270. Сегодня уже 305 рублей, представляете? Просто вот, не знаю, как на дрожжах у нас цены растут. Купила грибы, но вот эти вот грибочки, они маленькие. Это мне нужно на мясо по-французски. Так, наверное, да, видно. На мясо по-французски, на это самое, ну, обжаривать грибы, они мелкие. Это покупала по 280 рублей. У нас есть такой магазин «Закупочка», наши знают. Это в «Закупочке» куплено. А эти уже, вот видите, шляпки побольше, купила за 320. Мне их нужно фаршировать, поэтому взяла специально вот 10 грибочков фаршированных нужно на заказ.
взяла так. Что теперь? Брокколи у меня салат на заказ. С брокколи, с цветной капустой и вот с этими вот консервацией, с вот этой вот. И вот это вот. И, девочки, мне очень нравится вот именно лукория. Мне когда-то на рекламу они присылали. И с тех пор я покупаю их, покупаю всегда. Фирма Лукория, если вам встретится где-то, покупайте смело, потому что у них их продукция очень вкусная. Это, девочки, не реклама. Это когда-то у меня была реклама. Просто я вам рекомендую. Вот эти вот перчики, мини-перчики какие-то, не знаю, мне понравились. Просто для оформления вот этих вот сетов, чинара, который я буду делать. Вот для этого взяла. Что у меня еще? Помидорчики взяла. Ну, они как-то на вкус не очень вкусные. Но я их взяла для мяса по-французски. Для запекания они годятся. А так для себя кушать розовые они у меня есть, поэтому я не стала брать. Купила огурцы. Ну, немного мне нужно на салат на заказ. И для нас на заказ на ифтар тоже хватит. Что еще взяла? Взяла масло шоколадное. Ибрагим любит, вчера только вспоминал. Мама говорит, я давно не вижу шоколадного масла. Купила это масло для него. Острый перчик купила. Капусту солила, закончилась. Надо посолить капусту. Что еще? Ну и взяла фруктов. Немножко яблок, немножко груш. Не могу сказать, сколько они сейчас стоили. Немножко мандаринок, бананы. И взяла специи разные. Вот. Приправа для курицы, правда, девочки, я не знаю, какая она, но я взяла ее. Все-таки я покупаю килограммовую обычно пачку. Но сегодня до этого я не доехала, а приправа у меня закончилась до магазина. Все для кондитера, но там есть и специи разные. Купила перец горошком. Я люблю перемалывать его сама. Так, сегодня я делала уборку, тут генеральную. Руки, конечно, видите, не умею в перчатках что-то делать. Так, купила, значит, горошком перец. Купила, ну, один хотя бы такой взяла, потому что иногда бывает, что нет времени перемалывать. Сразу перемолоть поставить, мне кажется, аромат все-таки выветривается. Так, что еще? Вот какую-то такую приправу для баранины купила. Правда, я ей никогда не пользовалась, не знаю. Эта приправа для меня новенькая, тоже не знаю, посмотрим. А вот смесь перцев, девочки, мне очень нравится. Я ей пользуюсь. Особенно, знаете, куда? Вот я не взяла. Горошком надо еще смесь перцев купить. Вот когда варятся тефтельки, когда варятся голубцы, добавить горошком перец, именно смесь горошков перца. Очень ароматный, вкусный получается и бульончик, и сами тефтели и голубцы. Вот это вот я добавляю в фарш. Именно в голубцы, тефтели и в перцы. В остальное я этот перец не кладу. Его еще можно в супы какие-то, как я сказала, борщи, супы, да. Но не в котлеты и не в пельмени, не в манты я его не кладу. Мне не нравится еще аромат, чтобы что-то другое было. Ну и пищевой мак. Вот если честно, действительно, я не знаю, сколько я заплатила за все это. В магазине мяса где-то 2 с чем-то у меня вышло. Ну, честно, не знаю, потому что расплачивался старший сын, не могу сказать. Вот как-то так, друзья. Ну все, теперь я уже почти приготовила заказ. У меня сейчас нужно еще немножко налепить пельмешек. Боюсь, что они у меня не подхватятся. Первым делом поставлю варить голову. Так, ну что, друзья, отработала я свой заказ сегодня. Значит, 4 килограмма пельменей, 2 килограмма вареников с картошкой. Вот таких вот 7 ведерочек соуса мясного. Ну, суп харчо как бы, да, с говядиной. Так, и бывают вопросы, что нельзя горячее, суп, соус, чтобы там ни было, я остужаю. Поэтому налила холодным. 2 вот таких вот кукурузных хлеба, малосольные огурчики и вот таких вот 8 лепешек с тыквой. Заказ постоянным клиентам, вернее клиенту. Мои дорогие, после разговления я вовсю работаю.
Так, замариновала мясо. Это у меня завтра будет, как я говорила, в чинаре. Такое деревянное блюдо. В нем буду отправлять заказ. Вот. Это одна часть, одна позиция этого чинара. Бараньи ребрышки и корейка. Замариновала. У меня есть на канале, как мариную, поэтому снимать не стала. Времени в обрез. Вот как-то так. Сейчас мне нужно еще сделать печеночные блины на печеночные тортики. Мои дорогие, второй день моих съемок. Потихонечку вот так вот буду снимать, выкладывать для вас. С утра сделала вот таких вот 6 печеночных тортиков. С этим заказом у меня еще 6 овощных тортиков. Так, печеночные эти блины спекла вчера ночью. Сейчас вот собрала быстро. У меня еще 2 заказа без этого. Не знаю, успею или нет. Сегодня Танзила обещалась приехать, но не приехала. У нее тоже оказался заказ. Вот как-то так. У нас сегодня снова зима. Сейчас немножко вам покажу. Смотрите, сколько у нас снега. Это что-то. Последний день зимы. Вот такой вот снег у нас. Ну все, побежала работать, друзья. Так, мои дорогие, овощные тортики тоже у меня готовы. Не знаю, фантазии, конечно, у меня не хватает на них, но как смогла. Я раньше просто полностью зеленью закрывала. Теперь как-то вот, как-то так. Теперь еще 2 заказа у меня, но подготовка к ним полностью завершена. Просто нужно запекать. Все сделала, все подготовила. Буду запекать. Сейчас я снимаю уже 3-й день, получается, один и тот же ролик, но сегодня обязательно Ибрагим смонтирует то, что у меня есть. И посмотрите, какая у нас зима 1 февраля. Это что-то. За ночь столько снега навалило. Я не знаю. Я, конечно, очень люблю снег. И в этом году почему-то мне он не мешает ни снег, ни зима. У нас очень, ну как очень, по сравнению с другими последними годами, зимами, нынешняя зима у нас и снежная, и холодная. Просто даже вот как должна быть она на Кавказе. В этом году так хотела свои ворота обновить, но не получилось. Надо будет перекрасить их в этом году обязательно. Холодно. Вот, белым-бело. 1 марта. С весной нас снежной. Красота все-таки. Как хорошо. Это благодать Всевышнего. Ну, больше я, наверное, в этом ролике ничего не буду монтировать. Отдам Ибрагиму. Сегодня он дома. Вчера тоже был дома. Вчера он мне помог по работе. Правда, он у нас очень простыл. Ангина у него. А когда у него ангина, это вообще что-то. И я последнее время очень устаю, когда работаю. У меня вчера был такой насыщенный день. 3 заказа готовой еды. Ой, прошу прощения. 3 заказа готовой еды. И после ифтара я легла и заснула. Устала, заснула. Он мне снова убрал везде, помыл полы, убрал посуду. Так что сейчас я ее буду расставлять. Вот. Хорошо мне, да? Снег убирать не надо. Ой, как хорошо. Холодно. Я почему-то стала в последнее время любить зиму и холод. Раньше мне хотелось, чтобы быстрее наступила весна. А сейчас я просто радуюсь, как маленький ребенок этому снегу. Всех благ вам, друзья.